Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара на канале Абхазского телевидения. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджиба провел совещание по вопросам рыбной путины в акватории Республики Абхазия. Глава государства поставил вопрос о необходимости более строгого контроля над соблюдением установленных правил вылова рыбы. В частности, Министерству сельского хозяйства и Государственному комитету по экологии и охране природы поручено обеспечить максимальную прозрачность процесса лова, чтобы выявить реальные объемы выловленной рыбы. Пограничному отряду СГБ поручено реализовывать необходимые мероприятия по контролю соблюдения установленных правил рыболовецкими предприятиями, а также применять меры воздействия по отношению к нарушителям, вплоть до их выдворения за пределы Республики Абхазия. Президент также поручил Государственному таможенному комитету осуществлять строгий контроль над экспортом рыбной продукции. План мероприятий по контролю рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов обсуждался на первом рабочем заседании группы общественного контроля при Госкомитете по экологии и охране природы. Репортаж Алики Трапш. Ежегодно в период хамсовой путины при Государственном комитете по экологии и охране природы создавались штабы, которые наблюдали за ловлей рыбы. А в этом году впервые при комитете создана группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину. Одна из целей группы – участие в рейдовых мероприятиях по выявлению и пресечению нарушений правил рыболовства в Абхазской акватории Черного моря. В группу вошли представители Ассоциации спортивного рыболовства города Гагра и журналисты. Группа общественного контроля была создана по распоряжению премьер-министра, постановлением Кабинета министров. Мы пообщались на заседании, высказывали о насущных проблемах, и мы попытались все это не единолично решать, все эти проблемные вопросы, а совместно. Каким образом? Будем выезжать, принимать участие совместно в рейдовых мероприятиях и на месте знакомиться с тем, как идет процесс рыболовства с сенерами, и затем, как идет процесс приема на заводах. Общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину составляет 27 тысяч тонн. На сегодняшний день выловлено 13 170 тонн хамсы. В нынешнем году в хамсовой путине участвуют 42 рыбопромысловых судна, из которых 17 рыболовецкие сейнеры, 25 грузоперевозчики. Все корабли, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, им запрещено ловить рыбу в местах впадения крупных рек в море. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. Штраф за нарушение правил рыболовства составляет 3000 рублей, а со злостными нарушителями меры наказания ужесточены, вплоть до запрещения лова у берегов Абхазии. Я вообще не сторонница штрафов, которые вот используются. Мне кажется, что вот сегодня 3000 штраф, завтра этот штраф подымут, до скольки его подымут, до 5, до 10 тысяч. То есть любой штраф, он все равно привязан к нашей минимальной зарплате, и говорить о каком-то там баснословном поднятии штрафов невозможно. Я думаю, что все-таки меры тут должны быть общественного характера и укрепления комитета по экологии. Других способов, на мой взгляд, не существует. В основном в Абхазской акватории Черного моря ловлей рыбы занимаются иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих комбинатов. У каждого судна есть допустимая квота на вылов рыбы, которую они не вправе нарушить. Выловленную рыбу доставляют на рыбоперерабатывающие заводы, где из черноморской хамсы изготавливают рыбий жир и муку. По словам Изиды Чани, каково на самом деле количество улова хамсы у берегов Абхазии, неизвестно. Если несколько лет назад было 4 таких завода, то сегодня появилось 7 таких заводов. Между тем, квота на вылов хамсы, официальная квота, она уменьшилась. То есть вот возникает какое-то противоречие, и возникают сомнения в том, что при таком небольшом лове хамсы эти заводы будут рентабельны. Мы понимаем законы бизнеса, это частные заводы, и они не будут работать себе в убыток. Поэтому вопрос о том, какие объемы вылавливают на самом деле эти заводы, он остается открытым. Группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов уже на текущей неделе посетит один из рыбоперерабатывающих заводов в Абхазии с целью проконтролировать, как и в каких объемах завод перерабатывает черноморскую хамсу. А уже после члены группы общественного контроля отправятся на рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил рыболовства у берегов Абхазии. Алика Трапш, Алексея Гухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение.
Экс-вице-президент Абхазии Виталий Габни возглавил политическую партию АПСН. Такое решение было принято членами Политсовета партии единогласно на очередном заседании. Заместителями председателя партии также единогласно избраны Левон Галустян, Руслан Инапшба и Омар Сангулия. Об этом сообщает АПСН Пресс. В чемпионате Европы КНИФА 2019, который пройдет в Степанакерте с 1 по 16 июня, примут участие 12 команд. Жеребьевка группового этапа прошла в Кракове в воскресенье 27 января. Сборная Абхазии по итогам жеребьевки попала в группу «Б». С кем предстоит побороться абхазским футболистам и какие у них шансы по выходу из группы, в репортаже Саида Джерсалия. Понятно, что все команды одинаково хорошего уровня не бывают. Кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее в плане техники, в плане тактики, в плане функциональной подготовки. Но вот все эти параметры нам, нашей сборной, нужно решать заранее. Шансы есть. Жеребьевка команд чемпионата Европы под эгидой КНИФА прошла в польском городе Кракове. В этом году участие в чемпионате примут 12 сборных команд. В их числе Абхазия, Арцах, Луганская и Донецкая народные республики, Лапландия, графство Ницца, Чамерия, Падания, Сардиния, Сикейский край, Западная Армения и Южная Осетия. По итогам жеребьевки чемпионата Европы под эгидой КНИФА сборная Абхазии попала в группу «Б». Наша команда поборется за выход из группы с командами графства Ницца и Чамерии. По мнению экспертов, одна из команд довольно опытна и хорошо подготовлена. Но по словам футбольного эксперта Вианора Тужба, шансы на выход из группы у сборной Абхазии есть. Однако не стоит недооценивать среди команд-участниц и дебютантов, которые могут стать серьезными соперниками. Если говорить вообще о всем турнире, то, естественно, фаворитами, наверное, будет команда Арцаха, Нагорного Карабаха, так как хозяева турнира. Очень сильная команда Падани, двукратный чемпион Европы. В этом году впервые участвует, дебютирует команда ЛНР и ДНР. Все знают то, что, как правило, в Донецке и в Луганске всегда очень был сильный футбол. Поэтому эти команды тоже, наверное, представляют довольно серьезную силу. Весь состав участников этого чемпионата, в отличие от предыдущих и чемпионатов Европы и мира, он ровный. Таких проходных игр, как были на предыдущих чемпионатах, допустим, как у нас с Чагасом, где были результаты 11, 9-0 и так далее, таких на этом чемпионате не будет точно. Для того, чтобы сборная Абхазия хорошо проявила себя на чемпионате Европы, футболистам нужно чаще тренироваться. Для этого нужно провести как минимум 2 сбора и несколько товарищеских матчей. Понятно, что все команды одинаково хорошего уровня не бывают. Кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее в плане техники, в плане тактики, в плане функциональной подготовки. Но вот все эти параметры нам, нашей сборной, нужно решать заранее. Шансы есть, однозначно есть. Я думаю, что это и показал чемпионат мира, который у нас проходил. Это, в принципе, всего лишь прошло более 2,5 лет, скажем так. И не просто так ведь стали чемпионами. Да и на чемпионате Европы последнем, что в Лондоне, наша команда, в принципе, выступила неплохо. Просто, опять-таки, не хватило нормальной подготовки. И если это все в комплексе удастся, то я думаю, что наша команда однозначно выйдет из группы. Вполне по силам войти в финальную четверку, это однозначно. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций КНИФА, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав ФИФА. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира КНИФА прошел в Абхазии. Тогда наша сборная стала победителем турнира. В этом году чемпионат Европы под эгидой КНИФА будет проходить с 1 по 16 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Саид Джерсалия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Актеры Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чамба совместно с актерами Адыгеи примут участие в спектакле Национального театра Адыгеи по драме немецкого драматурга Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». Премьера пройдет в Майкопе 30 января. Режиссер постановки, руководитель Национального театра Адыгеи, заслуженный артист Абхазии Касей Хачугогу. Этот спектакль уже был показан в Абхазии, сейчас он будет поставлен у них на родине с участием абхазских актеров. Спектакль пройдет
пройдет на русском, адыгском и абхазском языках с синхронным переводом. В Сухуми прошел тренинг по уличному искусству стрит-арт. В рамках тренинга художники и урбанисты знакомят молодых художников и просто заинтересованных с основными видами, методами и направлениями стрит-арта. По завершению тренинга творческие группы создадут макеты рисунков, лучшие из которых появятся на улицах городов. Это уже 8-й тренинг, который проходит в рамках проекта «Крик улиц». Проект состоит из нескольких этапов. Один из них – лекция по стрит-арту, в котором художник Маяна Цвижба и специалист в области урбанистики Яна Бжания рассказывают участникам об основных направлениях и техниках в этом виде искусства, знакомят с известными стрит-арт-художниками и рассказывают о том, как и где наносить рисунки, чтобы они не превратились в вандализм. У нас в Абхазии о стрит-арте не так много знают, и он у нас не так распространен. То есть то, что есть у нас, это обычно негативная реакция, что вот парень или девушка с баллончиком хотят нанести ущерб, вред тому или иному зданию. Когда мы им рассказываем о том, что этот вид искусства не про то, чтобы навредить какому-то объекту, да, достопримечательности, а о том, что это можно подать, продумать. Это может быть социальная проблема, это может быть просто красивая композиция. Когда мы уже рассказываем и раскладываем, что нет, мы можем сделать это вот таким образом или другим образом, то есть есть очень много путей, то для них это становится интересным, и они уже по-другому смотрят на свое городское пространство, они начинают по-другому к нему относиться. Участники проекта, а это 9 творческих групп из каждого города, в течение 2-3 недель должны создать макеты стрит-арт изображений. 11 из них отберет экспертная комиссия, в составе которой будут профессиональные художники. Последний этап – это нанесение изображения. Своими изображениями мы хотим вложить в них социальный подтекст, рассказать о том, что важно нам. Мы хотим, чтобы нас увидели и услышали. Иногда наши слова не воспринимаются, поэтому мы решили, что формат изображений будет актуален именно у нас. Мы выбираем площадки вместе с нашими партнерами. Мы отправили официальные письма всем администрациям. Многие с одобрением приняли и решили поддержать нас даже в том, что они сами выделяют нам пространство, где мы можем работать. Они консультируются с нами и активно участвуют в отборе макетов. Поэтому это очень интересный проект, он нам очень нравится, и в дальнейшем, я думаю, у него будет хорошее продолжение. Стрит-арт в переводе с английского означает «уличное искусство». Это направление в современном изобразительном искусстве. Его отличительная особенность – ярко выраженный урбанистический характер. Под этим направлением подразумеваются настенные рисунки, изображения в общественных местах и на различных объектах, уличные инсталляции и многое другое. Основная масса участников проекта – это люди, связанные с изобразительным искусством. По их словам, подобное направление для них нечто новое и интересное. Само вот это использование какого-то пространства, не только там, допустим, какие-то проекты, которые можно сделать там в помещении каком-то, а именно как использовать сам город. Эта тема для меня была очень всегда как-то интересна, и много таких интересных нюансов, которые я для себя вынесла. Поначалу и сами участники проекта относились к стрит-арту скептически, опасаясь, что осуществление изображения на серых и неприметных объектах в городе будет воспринято обществом негативно. Есть какие-то рамки стереотипные, по которым мы мыслим, пока не знаем какую-то. Это стереотипы обычно появляются из-за недостатка информации, вот у них то же самое. И они все равно думают, это граффити, это вред, это плохо, где мы можем это сделать с учетом нашей архитектуры. А у нас такого больше 18-19 век, да, все, памятники архитектуры вокруг. А если делать стрит-арт, это больше что-то современное, как им кажется. Но мы именно здесь показываем им, что нет, есть стрит-арт красивый, и он есть подходящий к нашему обществу тоже, к нашей архитектуре. И тогда я вижу интерес, и им это нравится. Руководители проекта «Крик улиц» отметили, что уличное искусство можно применить для популяризации городов и районов. Используя яркие краски, авторы стрит-арта могут создать положительную атмосферу, что привлечет немало туристов. Проект «Крик улиц» осуществляет общественная организация «Амч» при поддержке ПРООН. Саиджар Салия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
29-30 января и 4 февраля в Абхазском государственном молодежном театре состоится премьера спектакля по пьесе Шекспира «Укрощение строптивой». Режиссер-постановщик Наталья Николаева приехала в Абхазию специально для этой постановки. Спектакль о сложностях взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Английский юмор гармонично дополнен абхазскими интонациями, жестами и фразами, особенно понятными современному зрителю. В молодежном театре надеются, что бессмертная пьеса Шекспира придется по вкусу абхазскому зрителю и станет настоящим подарком для любителей комедии. Юные воспитанники Гагарского лицея-интерната приняли участие в ежегодном фестивале робототехники в Сочи. На этот раз на фестиваль поехали инженеры из самой младшей группы, которые только начали заниматься в кружке. Баграт Хаджимба, Адгур Эшба, Ибрагим Ашуба, Артур Васильев, Саид Цвишба и Имир Бганба участвовали в соревновании «Робокарусель» и проявили себя очень хорошо. Всего в 5-м региональном фестивале «Робофест Сочи» приняло участие 30 команд из разных регионов России. Армен Чалукян и Андроник Эксузян заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по боксу класса А, Кубок Спартака, на призы заслуженного тренера России Равиля Касимова, которые прошли в Краснодаре. Турнир собрал более 140 боксеров из 20 регионов России. Армен Чалукян занял первое место в весовой категории 60 килограммов и выполнил норматив мастера спорта Российской Федерации по боксу. Андроник Эксузян занял третье место в весовой категории 64 килограмма. Об этом сообщает Абснапресс. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 9-14 градусов. Температура морской воды плюс 10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.